Добрый день, уважаемые наши зрители. Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз. Заман хайырлы болсын, дерлі Гагаuz қарлестеріміз. Исәнәрмесіз, құрметті жамағат. Ну, я вот вынужден на многих языках приветствовать, потому что у меня среди зрителей, и вот они среди подписчиков, скорее всего, большое количество, более 1000 там, знаю, казахстанские, казахи братья наши, гагаузы. Ну, когда я почувствую, что еще с какого-то народа прибавилось много, они могут посмотреть, я буду, конечно, приветствовать на их языках тоже, из уважения. Вот, что я хотел сказать. Вот, жара, у кого-то мозги плавятся, у меня наоборот, позвольте профессионально в свою сферу окунуться. Летом всегда вот люди в отпуска уходили, а я любил работать в жару. Почему-то мне лучше голова работает. Странно, да? Вот у каждого свои особенности. Это вот у нас для сравнения такого, хотя немцы говорят, со слов Владимира Ленина, что всяких сравнений хромает. У нас вот брат одного супруга только-только замуж вышла и мел ела. В буквальном смысле мел требовался. И то ли не хватало там кальция, что ли, считали. У нас меловые горы там. Кстати, она из села, которое южнее нашего, на 35, на 37 километров, что ли, да, от нашего села. И там горы, ей меловые ближе. И душе ближе были меловые горы. Вот. Я сейчас буду ассорти делать, извините. Я вот иногда вот начинаю делать небрежное видео, и почему-то много просмотров. А когда я старательно стараюсь логики так нанизывать на, как бусинки, свои интересные моменты на, скажем так, одну ниточку логики, почему-то в ту не пропадают мои старания. Вот. Я вот зашел, интересно, столько это таит, оказывается, необычно вот это все. В книге иногда находишь, вот жемчужное зерно, говорит, вот жемчужное зерно, там, как в поговорке находит птица известная. Я не буду даже говорить, в чем он там, потому что это неуместно сравнивать. Просто некоторых произведений читаешь, удивительные вещи находишь. Алма, вот у нас, когда я говорил же про супругу брата, там у нас жинги называли, жинги, так у нас положено. И даже вот я приезжаю, одноклассник считали участник войны, журналист, писатель детский. И вот его нет, конечно, как и нашей матери. Она говорила, они в одной школе учились. И вот я приезжаю, ее сын, он мне как брат. Я приезжаю, мне на год-два, что ли, всего старше, а его супругу я жинги называю. Вот у нас проще. Не апа, не это, а жинги. Вроде как он как братом считается. Вот. И мы, когда братья старшие, вот старше меня, сколько, 6 братьев женились, мы должны назвать жинги. Что удивительно. Она может быть по возрасту моложе меня, но если она вышла за брата, который старше меня, я ей уважительно должен называть, обращаться жинги. Вот. И когда младший брат женился на даме, которая намного старше его, и я уже по-другому к ней относился. Она уже не жинги, она как сноха, килин. Представляете? Хотя она меня старше тоже. Вот. Что удивительно, в детстве, ну, когда они замуж выходят, первое время, такие они добрые, ласковые, они в отчим доме нашем пока это, а потом они постепенно овладевают какими-то позициями, что ли, там, психологические, там, выгодные какие-то, и они уже, когда они отъезжают, отдельно живут в квартире, их связи, зависимость как-то как уменьшается от наших родителей. Раньше вот они все время с Ноки жили рядом, невестки. Вот у русских принято было, у татар. Как-то у них это
зависимость была сильна. И даже если по соседству жили, то же самое было. Вот. А сейчас вот нет такого. И традиции наши, увы, постепенно исчезают. Но что удивительно, я хотел сказать. Я там говорил про жемчужное зерно. Так вот, я обнаружил какую вещь. Нас, когда, особенно из Центральной Азии, когда братья женились, ну, они приезжали к родственникам. Я рассказывал, каким образом там татары оказались. И вот они вдовели, но дочерей привозили. У меня у самого старшего брата, полковник милиции в отставке, вот в Одессе, супругой из Узбекистана. Он ее в клубе увидел, влюбился с первого взгляда. И родители рассказывали, якобы, я у него спрашивал в ту крайнюю поездку в Одессу, правда ли, она не могла вразумительно ответить, а там родители говорили, она ему понравилась в клубе, вот, и он у нее отобрал паспорт, чтобы она не могла уехать, и там без паспорта якобы, ну, не уедешь же, да, и так пришлось ей выйти замуж, там много всяких было моментов разных у братьев, и вот там другой брат женился тоже, а она из Татарстана родилась там, а тут приехали они на Целину как бы в свое время, и здесь росла, и вот мой брат туда ездил, увидел, как сказать, очарован был, женился, и из Татарстана она выписывала даже книги «Тысяча одна ночь» на татарском и другие сказки всякие, и она нам читала и объясняла, таким образом отчасти благодаря ей мы татарский язык усвоили, потому что они как свежая волна, свежее дыхание Татарстана, и более, там, как православные татары приезжали в наше село, и мусульмане, скажем так, татары приезжали и работали с нашими, жили, и язык как-то обновился немного, и больше упрочился язык. Я еще в первом классе, когда учился, и когда учительница ушла, в перерыв там мы начали рыться в журнале, на последней странице такая традиция, видимо, была. И там имена, фамилии каждого писались, и даже национальность. Я обнаружил, что с русскими фамилиями, именами девчонки некоторые написаны татарка, татарка. Я удивился, как татарка. Ну, я в первом классе учусь, откуда я знаю. А оказывается, они татары, но православные, веры другая. Тогда вере внимания-то не обращали. И они ходили учиться с нами вместе, куда бы вы подумали. В здании старинной, дореволюционной, куда мусульмане ходили учиться, а рядом мечеть была. И весь, и русский край, средний так называемый, и позже новостройка, все до определенного момента ходили, пока весь соцкультбыт, школа, все, клуб, все не перетащили в одно. И главное, в конец села, якобы места не было, и в конец села. И я уже говорил, это какое-то измывательство было в социальном плане над людьми. Вот. И воды не было, с учетом воды не хватало у нас на Татарском краю, она не доходила туда, хотя колонки провели, я помню, в школе учился в начальных классах. Помню, газ потом провели, когда я в новостройку ходить начал в школу, там, в 5 класс. Помню, газовыми баллонами с Оренбурга привозили. Хотя, скажу я вам, Оренбург рядом, совсем наш областной центр, 120 километров. Но природного газа нет. Советская власть надсадилась, бедная, проводя, значит, соцстраны его трубы там с газом, надсадилась, бедная, и помогая африканским режимам, а своим трудягам нет. И я об этом говорил, еще скажу, я наряду с положительными, как наш сосед казах, дедушка говорил, жахсын жахсу дию керек, жаман жаман дию керек, я всегда вот стараюсь то, что правда, и говорить и положительно, и отрицательно. Ну вот я вначале говорил для родителей снохи невестки, как говорится, для нас, значит, жинги, а на самом-то деле нас в самом начале, когда они только замуж выходили, как вы думаете, вот сейчас скажу, что заставляли родители обращаться к ней, называть ее еврейским словом.
Они даже не знали, что откуда с еврейского, с древнееврейского языка пришло это слово, означающее девицу, женщину незамужнюю, то есть молодую женщину, нет, не замужнюю, да, молодую женщину означало это это слово, сейчас я вам скажу, алма. Алма мы как запомнили легко, потому что яблоко у нас есть, означает, у нас есть глагол повелительного наклонения, или как не бери, алма. Потом есть алма, яблоко. У нас тимя, значит, пуговица тимя и не трогай тимя. И вот алма. Говорят, алма, хозяева там шутку говорят, алма, и показано яблоко. Ты думаешь, типа яблоко бери, мол, алма. Вот, алма, яблоки. Либо не бери, мол. У нас это куча шуток на эту тему, конечно, в народе. И вот нас заставляют алма апай. Апай это значит обращение к даме старше тебя. Впрочем, удивитесь, у нас не особенно мы это у нас примечали. А вот я приехал в Татарстан, жил в общежитии педагогического института, у них там 2 сестры, допустим, учатся, я вам скажу. И родились они с промежутком 5 минут, и младшая должна апа говорить, которая на 5 минут или на 2 минуты раньше родилась. Представляете как? Успел к выходу скорее, и тебя уже величают старше. А не просто вы скажете, ой, как, вы меня простите, у кого, скажем, воспитание другое. Причем вы скажете, какая разница? А при том, что у нас все строится, и вот по сей день я вам скажу, для сравнения, у меня братья некоторые продолжают, пытаются, во всяком случае, командовать мной по старинке, потому что когда-то в детстве родители просто, вы думаете, как столько детей, значит, вырастить, воспитать, так просто они старшим поручали, и более старший отвечал за более младшего, и таким образом вот эта лесенка была, и потом это закрепил в сознании, отцу достаточно было старшему саму команду дать, и он по цепочке, ну, те были рады повластвовать, да, они могли подзатыльник, мог от них отгрести и оскорбление, все, должен терпеть, абуин айтте, ага, абуин, старший брат ему сказал, апан айтте, должен повиноваться. Вот на этом держался, представляете, несмотря на то, что мы, скажем, в многонациональном селе, где прибыли когда-то век назад, как век назад, меньше века даже назад, да, гораздо меньше, если 80-й год, значит, и там получается тоже меньше века даже. И там, как, значит, ассимилировавшаяся мордва жила, по фамилиям мы там Курушкины, Сыркины, Ватинцевы определяли, там много интересных так звучало. Потом украинские разные, говорил тоже там, интересные фамилии звучали по-разному. Причем были вот русские фамилии, Бондарев и Бондаренко, и так далее. Вот много там, помню, очень много фамилий вспоминать. Вот. Потом, значит, вот обрусевшие украинцы с Полтавы, что ли, с области оттуда. Да, их много было в свое время. Кстати, вот Нежины есть, да. И вот оттуда казаки, они под Оренбургом стояли и село основали. Там и часть мусульмане, татары, естественно. И нагаи были, нет, не знаю, но татары точно были. И мечеть там каменная стоит, как в нашем стиле. Да, и старинное кладбище. И с другой стороны, допустим, Нежина, там какие-то казаки, что ли, были, Снежина, и они назвали Неженка село. Неженка село. Казаки уже, конечно, ушли, наверное, и, скажем так, порядка жесткого не было. Я вам отвлекусь, если позволительно. Я все время, сегодня только звонил я в Дагестан знакомому, давнему, хорошему такому, и нагайскому брату. Я ему говорю, вот у гагаузов мы были, и все хвалил их за трудолюбие. Они все-таки очень тепло принимают людей, сами скромно живут, а для гостей последние, и все на столе. С одной стороны, у них доходы маленькие, там бабушка одна говорила, 40 лет проработала дояркой, а при этом, значит, 8 тысяч, 2 тысячи лей получала зарплату.
а другие тоже, они все едут на запад, где-то работают. Не то, что там на печи лежат, бока почесывают, говорят, работы нет, а едут где-то работать. И очень тепло нас горячо, даже принимают полный стол и душа раскрыта нараспашку. Это он говорил, что когда ехали, он про курицу что-то замолвил слово какое-то там, ой, как бы здорово, курицу. Приезжаем, говорит, в село, а он тащит его домой, оказывается, он жене заказал по телефону или как курицу пожарить, значит, ему. Вот, что я хотел по этому поводу сказать. А то, что нас сохранили традиции. У нас вот, положим, я и традиции, скажем, миролюбие тоже сохранили. Я вот село уже 10 тысяч достигло, да, и слышу, там всю ночь я тусуюсь, музыка, танцую, а праздник у них 2-3 дня проходит, День села, мы каждый год ездили, и там, значит, я ночью гуляю по улицам, в некоторых местах фонари не помню, да, в одном месте уж как этот недостаток был, не было, допустим, люк, а везде люки есть, все как положено, везде лампочки горят, везде порядок, все аккуратненько, и на праздники ходишь, ни косой взгляд, ни какой-то плохой оскорбительный слово в твой адрес, это вообще там, чтобы там какие-то, кто-то пытался руки распускать, хотя бы, нет, я им говорю, народ, вот у них там вино, коньяк, все полно, залейся, заполнены подвалы, и как вода мы сидели, и говорил я, вот невестка моя православная, он помчался, взял этот, сидит по телефону, позвонил, мы не заметили, через несколько минут нам сосед там по полторашке, что ли, по 2 литра заносит. Вот. И что удивительно, не пьют-то, нет, пьяных не видел, чтобы валялись, а у нас пьяные валяются. И вот нигде не боишься ночью ходить, все, свободно гуляешь, вроде как ты гость, это как иммунитет у тебя железный. А там я приезжаю, неженка это, и у меня невестка наша православная, и вот мне вот музыку услышал, тянет меня туда, я собрался идти, она говорит, слушай, не ходи, мало ли же пьяные дураки какие-то там прицепятся и все. Вот представляете, традиции как, где сохраняются традиции, вот они, пожалуйста, пример того. Вот. И что скажу я вам, сейчас я завершать буду, потому что иногда люди, наверное, устают, сейчас все заняты, отдыхают, у них времени мало, и я считаю, что они даже драгоценное свое время надо тратить на мои видео. Вот. Что хотел сказать. К традициям надо народным, к истокам стремиться, как бы это банально ни звучало. И я думаю, что это вот отзовется как благостью, что ли, нам, каждому благостью. Я тут слово «благость» вспомнил по поводу того, что у нас мирное село, и я думал все время, почему меня тянуло на то место, где стояла эта церковь бывшая, а в нашу молодость, значит, клуб уже, хотя отец мулла был, имам, не понимал этого, а мы все стремились, он, конечно, с детства застал там, когда церковь была, и колокола звучали, и все, а он же воспитан в лоне другой религии, возможно, как-то он по-другому это воспринимал. А для нас, это детей, мы шли, и, оказывается, это мир грез. Это вот с этим местом, где стояла церковь, где потом клуб был, связаны самые радостные моменты в жизни. Ну, раз в год Сабантуй где-то на первом листке там вот проводили, да, проводы зимы проводили там у клуба. Я песни там пел, этим запомнился, хорошие какие-то, ну, хорошие фильмы, допустим, «Всадник без головы», там что-то такое. Иногда показывали фильмы качественные нам. Тоже это, вот это запомнилось. Я Даурию осенью в окно смотрел, зависал там холод собачий, поднимался к киномеханику, потом мы с ним вместе работали, дядя Коль, царство небесное. Так не мог я, у него там окошечко одно, потом спускался и на холоде висел. Единственный я с улицы, там окна тогда для церкви делали, будь здоров, крепкие, надежные, я на них висел, как мог там, прицепившись как-то, выбоины, или как там доски, или там палки, как там торчат, типа шпал, что-то за них цеплялся. И мне вот отодвигали, я стучал в окно потихонечку, мне отодвигали, там ребята
отодвигали шторы, и я смотрел и слышал все. Я так сильно любил кино. И вот я когда прохожу, я сожалею и думаю, ну в силе родном, ну что вы делаете, православные? Вы бы хотя бы это взяли бы на этом месте, поставили бы часовню. Даже когда дома там строили, я вот язык не поворачивается. Там, я боюсь, что там даже у кого-то сарай, там какой-то там скот держит, там где-то гадит. А это же священное место для вас, православных. Для нас, например, не православных, для нас, мусульман, детей. Не были мусульмане, мы советскими людьми были вот, изначально. Для нас, например, это место тоже праздник. И если конкретно вот было бы хотя бы и фотографии этого, и хотя бы в виде клуба, проходишь, и такая радость, благость. Кому-то благость там в храме был, а для нас радость. Я вот сегодня взял и срифмовал, простенько так, но вот приятно вспоминать, когда проходишь, это радостный такой момент. Много там, у Хабды, где рыбачили, там, где у Елека на песке у нас золотые пески, там Болгарии, наверное, одинаковые золотые пески, ракушки собирали. Много интересного в то время было. Прекрасное место для отдыха. Там соседнее село, они приезжали к нам так, в интернат жить, у них там пруд. Другое село тоже какой-то небольшой пруд там есть, нет. А у нас 2 реки полноводные, по сути. Вот. Что хочу сказать. Родные края. Кто-то уезжает, каждый что-то должен доброе что-то делать для своего населенного пункта. Что-то для возрождения. Ну, не знаю. У нас вот есть где-то народов поговорка, грубая такая, очень грубая, неприятная, она там, миску, которой поел, человек плюнул. Ну, простите за грубое сравнение, но не смахивает ли вот на это? Люди пользовались какими-то благами. Ввиду скудности этих благ, конечно, хочу сказать, для нас вот яркими моментами в жизни остались вот эти где-то моменты. Ну, какую-то часовеньку, не часовеньку. Оставили это место, пометили. А то, что, когда я еще учился на киномеханике, я в это еще не видел, говорили, как разрушали. А что у них не ёкнуло, что ли? Стояла бы она, кому бы она мешала там. Хотели музей открыть села, так и не открыли. Деревянная церковь. Потом пригодилась бы. Мы бы приезжали бы в родное село и в праздник заходили бы к ним поздравлять. С удовольствием сельчан. Сейчас у них нет ничего исторического. Есть у нас, у сыновей и внуков мусульман, есть мечеть наша крепкая, каменная, школа, где наши деды учились, отцы, скорее всего, у кого-то. У меня, например, вот отец немножко учился, а у кого-то дедушки. А у них ничего нет? Вы не думаете, вот я там заигрываю? Нет. Мы там прожили, у нас православные сдавали, я рассказывал уже, на излете советской власти получили премии, и 25, 50, 75, 100 рублей отдавали и православные, и татары крещенные, и русские отдавали, и мордва, это все украинцы, все отдавали деньги на возрождение мечети. Это было. И нам рассказывали, когда издалека приезжали к нашим православным. Ну, я так говорю, по сути, это не православные, советские люди, но православные, скажем так, традиционно. И им говорили с гордостью, рассказывали, вот у нас мечеть, представляете, каменные стены, 1,5 метра шириной, толщиной, вот, и типа предмет гордости. И когда я с одноклассником весной там жили для охотников, стоянка где-то километрах, сколько, 7, что ли, 7-8 от нашего села, и утром он наш заходит и улыбается, и радуется. Что такое? Он говорит, солнце отражается, говорит, восход солнца, и солнце отражается от мечети, говорит, от минарета. Русский человек, православный, ну, у него, видимо, кто-то там украинец в крови, то есть по матери, видимо, а так русский. Вот он смотрит и радуется, вот, мечеть. Для них тоже с детства. Поэтому неудивительно, что и для нас с детства это здание ассоциировалось не с тем, что вот отец говорил, любимчик, когда его сыновья просили деньги в кино, он говорил, я уже рассказывал, мәшит қарауларға кеттігізме. Ну, мәшит поняли, ой, простите, мәшит. Ширкау. Ширкау это церковь.
церковь карауларға, знаете, караулить, да, киттігізме. Значит, церковь караулить пошли, типа, шутил он так, и деньги им давал. Вот. Это с детства ходили, мы не представляли, мы службу не видели, мы не застали, оно нас не ассоциировалось там с религией, просто ассоциировалось с местом, где мы получали удовольствие от жизни за 5 копеек, а летом за 20 копеек. Вот и все, пожалуй. И набивались они, помимо индийских сеансов, там набивались, полно народу было. И когда «А зори здесь тихие» появился фильм, мы на зерноток ходили, работали, и как мы, хотя школьники, какие-то классы, но уже мы считались как бы взрослые во время летних каникул, потому что мы все работали, все работали. Кто на зернотоку, кто комбайнером за отца, кто штурвальным, хотя числился штурвальным, вот, и трактористам, родителям помогали. И, естественно, не могла контролер не пропустить. Летом всех пропускал, и она говорила: ребята, завтра, вот, и у нас будет показ двухсерийный фильм «А зори здесь тихие». Ребята, школьники, не приходите, пожалуйста. Мы повторно покажем этот фильм. Это типа интересный такой фильм, тогда считался по повести Васильева, кажется, Борису, если не ошибаюсь, если. Вот. Потом вот Татарин Давлетьяров, что ли, кто там снял заново сериал, я его редко, мало смотрю. Так вот, все равно пришли, набились туда, потому что ужасно любили. И на полу сидели, я помню, детский сеанс. И когда там наши там Чапаевские скачут, и наши все стучат ногами об пол, нетерпение, когда же вы наконец это догоните, белых там. И мы сидели на полу, и я помню, мне места не доставалось, я самый младший, может, и я у самого экрана лежал, и вот почти под острым углом лежал, и я помню тогда контролер, что ли, с каким-то своим сыном или кем, или с сыном это, да, подходили и говорили: глаза испортишь, давай мы тебе найдем в зале место. Я говорю: нет, нет, я у самого экрана. И когда в нашем селе в начале 90-х, говорят, перестали фильм показывать, потому что все начали смотреть на этих, как у нас называется-то, блин, тогда видео, и перестал народ ходить, и все, приказал долго жить кино, а однажды все-таки решили показывать, и вот мне этот киномеханик той поры рассказывал такой курьезный момент, когда, говорит, запустил фильм, а потом смотрю, зал пустой, смотрю, выбегаю, а там, говорит, все сгрудились, и как вот у нас, извините за сравнение, овцы, что ли, там испуганные из загона рвутся на свободу. Вот они, говорят, давят друг друга и испуганно, потому что, как первый раз, помните, при прибытии поезда народ стрелял там в это, человек бульвара Капуцинов там, и вообще говорили, что когда первый раз на экране видели, шарахались там от паровоза. И эти дети уже отвыкли. Человек свойственно отвыкать, и животным. У нас у деда одного муллы, значит, Хрущев же запретил, и многие оставили одну скотину только разрешили, а корову как кормильцу. А тут вот их, я помню, отдельно про осликов можно рассказать, а сейчас не к месту, может быть. Единственное, их потом куда-то, я считаю, что их расстреляли, куда на мясо нельзя. Вот, поэтому, значит, у него только ослик был, и в селе нашем было много скота, коровы, быки, все. И они терпеливо относились, они знали про этого ослика. А потом годы спустя, десятилетия, родственник рассказывает, что ослика с соседних села кто-то купил, а его, говорит, бычки забодали. Потому что первый раз видели это диво дивное. А что вы хотите? Испугались и забодали. Вот поэтому тоже в кино пришли, испугались и, бодая друг друга, рвались на улицу. Извините, я вот там обещал закончить, вот, а вот все-таки сейчас слово буду держать, буду заканчивать. Я же не знаю, нравится, не нравится вам. Вот мой этот сюжет. Вот я начал с того, что в нашем татарском языке, оказывается, древнееврейские слова есть. И этимология, если у меня зрители бы повально интересовались, я бы много времени посвятил тому, чтобы просветить зрителей своих многонациональных о том, как в наших языках. Это вот я даже недавно видел ролик какой-то, Алма, там девушка поет как-то, Алма, оказывается, она все взяла псевдоним. Можно было, и чтобы люди представление имели, знаете,
не просто там, удивительным образом, оказывается, с древнееврейского слова. И традиции некоторые перекочевали. Когда я в мечеть ходил, и позвольте все-таки еще небольшое там отступление. В мечеть ходил, и потом там в мечети замечания сделали, почему в галстуке пришел. Ну, я еще давайте бороду отпущу, да, и буду в редакции везде ходить и всех шугать там, значит, бородой. Вот. И я потом, когда на рынок пришел и поделился, а там, значит, на такие умные такие все. Ну, это как евреи, как евреи. Я говорю, много что связывает у нас так, как евреи. У нас, я вот начну говорить, скажут, это, знаете, нарушение типа законов, что каких. Много связывать с ними. Даже вот сегодня читал я изображения животных там в скульптуре или там в живописи, тоже у них нельзя. А обрезание тоже, там еще много что. Свинин нельзя. Че же, как евреи, как евреи. Вот. У нас любят вот так, знаний мало, ноль, а вот они, значит, начинают, а что плохого, значит, что там такого. Я им сказал, а что в Коране там, что там в Коране сказано про них. Там в Коране о них говорится, и как тоже народ, который верующий в Бога, есть о них там. О сыны Израиля, помните милость мою, я бани Израиля, аль-Немат аль-Куруни, что-то такое. Простите, уж так привожу первое, что в голову пришло, вспомнил. Вот, много можно говорить. А у нас невежество иногда захлестывает и начинает других учить. Я считаю, что это неприлично, когда понятия не имеете там. Я в Екатеринбурге, когда пришел и в мечети на Воронежской, говорю, я хочу почитать Коран, как а гостю всегда дают, вот я читать, я в Астраханской области был, у ногайских, там, у ногайцев, значит, братьев там, у казахов, у татар, у всех я читал, мне даже повторно давали читать там по этому поводу. И что? Что этим сказать я хотел? И вот я на Воронежской прочитал, значит, долго читал и выхожу, а тот один слишком прыткий из Таджикистана начал учить, хотя он как старшего меня не имел права учить. Значит, я мог, конечно, отбрыкаться и сказать ему, сопля, ты кого учишь? Типа долго читал, нам на работу надо. Так фарыз почитал, вставай, иди, если на работу торопишься. Фарыз-то я же после фарыза читал это все. Это обязательно молитву, после него я читал. Когда уже намаз все кончили читать практически, да. А потом, значит, что ты, говорит, там сидел и головой кивал, когда читал, как еврей. Вот он любит у нас вот это, евреи, вот так вот. Хотя пророки-то, извините, кто? Евреи. Очень много пророков. И что? Вот где-нибудь надергают чуть-чуть информации и начинают вот показывать, как там у Чехова в рассказе телеграфист, когда начал что-то, образованность свою, говорит, хочет показать. Образованность, говорит, свою хочет, говорит, показать. Молоко приехало, вне графика, кажется, даже. Вот, ну что, раз уже молоко привезли, может, молочка попить прохладненького в тенечке. Любите ближних своих, будьте терпимыми, не ищите то, что нас разделяет, ищите, что нас сближает, что нас ведет к примирению, что нас ведет к взаимопониманию. Жара, наверное, они тут вот, без воды мучаются. Вот что я хотел бы сказать. Сейчас эта тема деликатная. Не скажешь, кто-то еще там плодится глупость. Скажешь что-то, такая тема, скажем, как вам сказать, это грани размыты. Как вот шутишь, если ты про какой-то народ там, хотя ничего обидного там нет, совершенно нет ничего обидного. Это многие так говорят, я им говорю, да, нет ничего такого совершенно. А нет, кто-то вот начинает, вот у него восприятие, что ли, особенное. Вот он усмотрел в этом. И можно усмотреть. А почему татары не усмотрели оскорбления в анекдотах, шутках там? Что же там, давайте тоже, как у меня знакомый говорит, обиженку строить. Зачем это? Это фольклор, это юмор. Что здесь такого-то? Все, наверное, вот. Давайте
Я надеюсь, что среди зрителей у меня все эти люди как толерантные, потому что я заметил, когда какой-то момент помощь нужна, то Создатель посылает человека на помощь, и ты даже думаешь, это другой веры, не может быть. А на самом деле, когда свои не идут на помощь, совершенно другой человек, другой веры, как-то языка, традиции приходит на помощь и бескорыстно помогает. И когда мы едем в Гагаузию, просто поражаемся, насколько там они, опять я вот возвращаюсь, насколько там народ не обращает внимания на твою принадлежность этноконфессиональную, на твои традиции. И, в смысле, не видит ничего негативного в этом, а с добротой относится. Давайте с добротой относиться друг к другу. Этим мы уменьшим количество недругов, врагов и спокойнее спать будем. Всего доброго. Спасибо за внимание.